Зал органной и камерной музыки имени Алисы Дибольской был заполнен магией величайших произведений. Шедевры эпохи барокко, романтизма и оперного искусства перенесли слушателей в мир высокого вдохновения и эмоций. Сочинская публика горячо и восторженно приветствовала молодых музыкантов, лауреатов конкурса, который из международного состязания вокалистов вырос в масштабный проект – международный конкурс «Лабораторию». Концерт стал настоящим подарком для жителей и гостей города. Открыл программу вечера солист Сочинской филармонии, органист Владимир Королевский. Сердца зрителей были тронуты с первых нот. Что особенно важно, среди певцов есть наша соотечественница, юная, но с серьезной биографией София Саканя. Вместе с Марией Самусевой проникновенно исполнили дуэт из «Стабат Матер» «Перголизи». В прошлом конкурсе София Саканя взяла гран-при. Это выпускница Мерзляковского музыкального колледжа, землячка моя, девочка наша абхазка, которая живет в Москве. Ее тоже в Абхазии никто не знал. Вот она стала ярким открытием прошлого конкурса. И так как ей очень понравилось в Абхазии, она там все детство провела, она в этом году снова приехала принимать участие уже в другой номинации, номинации «Искусство ансамбля». И вот с Марией Самусевой они составили вокальный дуэт, который очень смешно назвали «Кластером». Гран-при нынешнего конкурса «Лаборатории» Валерий Макаров. Это очень яркая звезда из новых молодых имен. Валерий Макаров в данный момент является солистом Большого театра. Даниил Санитар. Призер конкурса, он не лауреат, но призер. В данный момент он стажируется в моем театре, в котором я 32 года отслужила и продолжаю служить, Геликон опера. Мой конкурс, мне кажется, от многих конкурсов отличается тем, что в моих концертах могут принимать участие не только лауреаты, но и ребята, которые имеют бешеный потенциал, но, может быть, не смогли себя раскрыть как следует на конкурсе, потому что конкурс – это все-таки творческое соревнование. Но соревнование все равно, а концерт – это немножечко другая обстановка, и на концерте они больше могут раскрыться, и о них могут больше узнать. Говорят, что музыка способна коснуться глубин души. И неудивительно, что концерт молодых вокалистов собрал немалое количество людей. Звучали произведения Баха, Шуберта, Россини, Бизе, Верди и других классиков. Ребята пели под аккомпанемент короля инструментов орган. Миружан Сарксян поразил слушателей старинным армянским распевом из коптской литургии. На сцену вышла и художественный руководитель проекта, народная артистка Абхазии, заслуженная артистка России Алиса Гицба. Концерт стал ярким событием трехлетнего музыкального проекта, который начинался как международный конкурс вокалистов в Республике Абхазия и с тех пор значительно расширил свои масштабы. В 2024 году проект получил поддержку Российского президентского фонда культурных инициатив и превратился в международный конкурс «Лабораторию», привлекая участников из разных стран мира, а мастер-классы собирают тысячи слушателей во время прямых онлайн-трансляций. В лабораторию входит сам, собственно, конкурс, мастер-классы, членов жюри, приглашенных экспертов. И причем эти мастер-классы проходят все время, на протяжении всей лаборатории. А длится она у нас с октября по июнь. Почти, можно сказать, почти год. Значит, у нас в октябре проходит конкурс. Дальше с января по июнь начинаются гала-концерты с участием лауреатов, финалистов и призеров конкурса. Их у нас всегда очень много. Их с большим удовольствием принимают во многих городах. Те города, с которыми мы договариваемся заранее, мы приглашаем членов жюри из этих городов, и они нам делают специальные призы в виде вот таких концертов. Проект Алисы Гицба осуществляется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив Российской Федерации в рамках грантовской поддержки. И, безусловно, носит просветительский, образовательный характер. Также хочется отметить, что проект проводится на две страны, в Российской Федерации, а также в Республике Абхазия.
В нашей стране проект поддерживается президентом, правительством и осуществляется в рамках работы Министерства культуры нашей страны. Проект ориентирован как на вокально-исполнительское искусство, так и на инструментальное. С каждым годом Международная музыкальная лаборатория Алисы Гицба обретает новые очертания в творческом контексте. Мастер-классы, концерты, творческие встречи. Все это позволяет молодым исполнителям глубже погрузиться в творческий процесс, обрести новые знания в профессии. Слоган проекта – «Музыка, диалог без расстояний и границ», где наша страна стала красивым местом притяжения молодых талантов со всего мира. Я считаю, что наша лаборатория помогает раскрыть нашу профессию и дать понять ребятам, которые еще, может быть, только думают о том, чтобы делать первые профессиональные шаги, помочь им, замотивировать их, дать им понять, что это очень интересно, и этим стоит заниматься, и на это стоит потратить свою жизнь. Алиса Гицба – известная оперная певица с блестящей карьерой. Как солистка Московского музыкального театра «Геликон Опера» она покоряет публику своим сильным голосом и яркими выступлениями. Музыка – это универсальный язык, понятный людям всех культур и национальностей. Международная музыкальная лаборатория Алисы Гицба покорила зрителей высоким профессиональным уровнем исполнительского мастерства, теплой творческой атмосферой. Мы надеемся, что проект будет набирать новые обороты и будет развиваться в правильном таком грамотном сегменте. В свою очередь хотелось бы отметить, что для нас еще имеет значение, так это расширение географических горизонтов, потому что с каждым годом у нас увеличивается количество участников из разных стран. Относительно учредителя проекта Алисы Шалвовны Гицба хотелось бы сказать, что она в свою очередь вносит большой вклад в развитие музыкальной культуры не только нашей страны, но и Российской Федерации. Очевидно, что звездочки будут светить еще ярче, если рядом именитые звезды. Ведь творчество – материя хрупкая и одновременно безграничная, всегда нуждается во всесторонней поддержке. А конкурс Алисы Гицба несет как раз эту миссию. Жазина Ханагуа, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.